В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Одно из приоритетных направлений социальной политики государства – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Главной причиной правонарушений несовершеннолетних является то, что они не осознают или неправильно оценивают последствия собственных поступков, считают незаконные действия опасной, но захватывающей игрой. Сегодня поговорим об ответственности за правонарушения и преступления, совершенные несовершеннолетними и в их отношении. Гость в студии Александр Игнатьев, старший помощник прокурора города Якутска. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я думаю, начнем с основ. Что же такое правонарушение и преступления, и как они квалифицируются? Ну, в любом случае преступление – это правонарушение, а правонарушение – это, по общему смыслу, это противоправное поведение или действие, противоречащее нормам права. Преступление отличается от административного правонарушения тем, что оно несет более существенную общественную опасность. А за что несовершеннолетнего могут доставить в полицию? Ну, в полицию могут несовершеннолетних лиц доставить в случае их безнадзорности, их беспризорности, а также совершения ими противоправных действий или антиобщественных действий. В случае антиобщественных действий это, например, распитие ими алкогольной продукции, употребление наркотических средств, бродяжничество, попрошайничество и так далее. В любом случае, большинство случаев это одиночное нахождение детей в общественных местах при условии, если это имеет угрозу для их здоровья и жизни. Вот мы сказали об этом в начале, но все-таки каковы причины подростковой преступности? Причины преступности самые разные, поскольку есть мнение, что детская преступность – это зеркало общества. При этом отдельными причинами могут быть это социально опасное положение семьи, это необразованность самих детей, это отсутствие занятости для детей и так далее. Что, на ваш взгляд, может позволить предупредить или предотвратить правонарушения или преступления среди несовершеннолетних? Ну, с точки зрения юриспруденции, это, во-первых, деятельность органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Если отходить от точки зрения юриспруденции, то это, конечно, социальная и экономическая политика государства. Это, например, повышение жизни молодых семей, это повышение уровня образования, это пропаганда здорового образа жизни и так далее. А так, меры профилактики бывают самые разные. Это бывает общая профилактика, такого, например, как пропаганда здорового образа жизни. А также бывают и индивидуальные. Это, например, при совершении правонарушений вызывает родителей детей в школу на беседу и так далее. Четко выявить какую-то очень эффективную меру профилактики нельзя, поэтому она очень различна. А с какого возраста наступает административная или даже уголовная ответственность для несовершеннолетних? Административная ответственность для несовершеннолетних лиц, она одна и наступает с 16 лет. А уголовная ответственность, она по общему правилу наступает с 16 лет, а при совершении некоторых преступлений возраст по ним наступления уголовной ответственности начинается с 14 лет. Это, например, такие преступления, как убийство, причинение средней тяжести вреда здоровью, а также тяжкого вреда здоровью, но также ряд имущественных преступлений, такие как кража, грабеж, вымогательство, разбой и так далее. Также угон автомобиля, который законодатель посчитал, что лицо должно нести наказание за такие преступления с 14 лет. А можете рассказать о видах ответственности для несовершеннолетних, существующих за совершение противоправных действий? Ну, в любом случае, несовершеннолетнее лицо – это такой же субъект правоотношений, как и любой человек. Он несет такие же права и обязанности, а также несет
ответственность, то есть уголовную и административную, и иную ответственность при определенных условиях. Например, при уголовной ответственности он имеет, так сказать, специальные условия по сравнению с другими. В отношении совершенноположенного лица нельзя назначить наказание в виде лишения свободы свыше 10 лет. Это при совершении преступления от 16 до 18 лет. И при совершении до 16 лет особо тяжкого преступления. По иным возрастным категориям, то есть до 16 лет, лишение свободы не может быть назначено свыше 6 лет. Ну и также далее дети также несут и административную ответственность, но при некоторых условиях несут также имущественную ответственность. В данном случае дети несут самостоятельную имущественную ответственность с 14 до 18 лет в случае наличия у них самостоятельного имущества. В случае их отсутствия, то данную ответственность несут их родители. То есть имущественная ответственность может быть возложена на их родителей. Ну и также может быть дисциплинарная ответственность, которая налагается в случае, они являются обучающимися за нарушение устава школы и так далее. Ну, на этом все. Ну и более частные случаи, да, когда и по каким причинам ребенка могут поставить на внутришкольный учет в отделении полиции? На внутришкольный учет могут поставить за ряд таких противоправных и антиобщественных действий. Перечень таких оснований не закрытый, он открыт. Во-первых, на внутришкольный учет могут поставить за системные пропуски занятий, за низкую неуспеваемость, за антиобщественные действия. В случае постановки несовершеннолетних на учет в органах полиции, то там основания более регламентированы и закрыты. Это, например, совершение ими правонарушений, преступления, а также общественно опасных деяний. То есть это деяния, те же преступления, но при совершении которых они не несут уголовную ответственность в силу их малого возраста. Ну и также, конечно же, за антиобщественные действия и так далее. А кто все-таки должен проводить основную работу по профилактике нарушений подростков? Законом определен перечень органов системы и учреждений профилактики правонарушений несовершеннолетних. Это такие органы, как органы полиции, это органы опеки и попечительства, органы управления образованием, сами образовательные организации, медицинские учреждения, также органы социальной защиты населения. Таких органов целый ряд, при этом координирующую роль имеет комиссии по делам несовершеннолетних, которые составляют общие программы предупреждения и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. И, можно сказать, они находятся более такими единым и координирующим органом. Ну, мы сказали о профилактике этих нарушений, да? А есть ли какие-нибудь программы по реабилитации детей после этих нарушений? Программа реабилитации, она предусмотрена некоторыми такими органами из системы органов учреждения профилактики. Например, при постановке в органе полиции несовершеннолетнее лицо снимается с учета только при достижении положительных результатов. Дальнейший контроль за поведением ребенка может быть передано иным учреждениям и органам, например, школам и так далее. Ну и, наверное, самое строгое наказание для детей сейчас — это помещение в центре временного содержания. А при каких обстоятельствах возникает
возможность помещения ребенка в подобное учреждение? Основание помещения несовершеннолетних детей в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, оно также четко регламентировано законом, поскольку это также является посягательством на свободу несовершеннолетних. И основания слишком строгие. Это, например, совершение детьми преступлений и правонарушений, а также общественно опасных деяний в случае отсутствия возраста, при котором наступает уголовная ответственность. Но при этом, при всех этих случаях, ребенка возможно поместить в случае, не удается вернуть детей их родителям и законным представителям. И в каждом конкретном случае это разрешается индивидуально, и в основном это в случае отсутствия места жительства, при нахождении детей в социально опасном положении. Также есть это необходимо для предупреждения совершения повторных преступлений и правонарушений. А есть ли какая-нибудь статистика совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений в Якутске? Могу сказать, за 10 месяцев текущего года совершено несовершеннолетними 86 преступлений. Статистически, если смотреть, это снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года. И из них большинство преступлений относятся к преступлениям против собственности, то есть кражи, грабежи, а также угоны автомобилей. Что ж, Александр Александрович, спасибо, что согласились прийти к нам в гости и ответить на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.